Сегодня в Ессентуках прошла коллегия Министерства по делам Северного Кавказа. В ней принял участие глава Ингушетии. В своем выступлении Юнус Бекиев-Куров отметил, что слаженное взаимодействие министерства и органов госвласти субъектов СКФО позволило за короткий срок существенно улучшить социально-экономическую ситуацию в нашем округе и качество жизни населения. Несмотря на сложные внешнеэкономические условия, на протяжении последних лет наблюдается прирост объемов инвестиций, промышленного и сельхозпроизводства, жилищного строительства, заработной платы. Также в республике активно развивается и туристическая отрасль. Понятно, что есть ряд вопросов и проблем. Протокол я внимательно изучил, посмотрел, поддерживаю полностью. Единственное, что я хотел бы еще раз подчеркнуть по курортам, и Дмитрий Анатольевич давал это поручение, просил бы все-таки не оставлять. То, что вы сейчас сказали, позитивный имидж. Именно мы благодаря курортам, благодаря тому, что мы проделали за 3 года, подняли довольно существенно вот этот позитивный имидж. И закрепить его надо. Я просил бы все-таки не откладывать до 25 года или до 35 года, все-таки уже и в этом году, и в следующем году курорты Северного Кавказа повернуться бы лицом к тем субъектам, где мы это все-таки не совсем делаем. Это первое. Второе, то, что я вам говорил по телефону, мы в этом году, в том, что в Ингушетии и в других субъектах тоже даются ряд таких крупных предприятий по производству и радиаторов, и светодиодных ламп, и строительных и так далее. Да, здесь понятно, есть конкурсы, есть тендера и так далее, но тем не менее, мне казалось бы, здесь на уровне Минпромторга может провести, или с привлечением Минпромторга провести совещание по реализации этой продукции хотя бы на территории округа, чтобы мы находили поддержку в реализации этой продукции друг у друга. Потому что много мы строим, но когда мы все это будем завозить из других регионов, это, конечно, мы свои товары или продукцию свою не поддержим. Тоже на это обратить внимание, посмотреть и помочь в этом плане. Далее вопрос по привлечению крупных компаний. В государстве, в том числе у нас, практикуется такая тема. Мы сегодня говорим по инвестиционной привлекательности северокавказских регионов. Здесь даже если бы не было того, что там происходило в те годы, тем не менее это окраина. Все стремятся к центру. Есть какие-то свои стимулы, свои льготы. Поэтому мне кажется, что крупные компании, стимулируя их через финансовые институты, можно было бы, не то что заставлять, а принуждать в какой-то степени или заманивать на территории регионов, чтобы каким-то образом вот эти рабочие, почему? Как бы мы ни старались, да, мы существенно снизили, но все-таки снижение безработицы, оно было бы существенно, если бы эти компании привлекались бы. Даже если на начальном этапе это не бездоходная часть прибыли, но потом в последующем, я думаю, что они выросли бы в этом плане. И просьба то же самое, поддержать и республику. Мы сами занимаемся с Министерством транспорта. Мы в этом году программу, главное, что мы вошли, остались в программе транспортное развитие по реконструкции федеральной автодороги. Поэтому просим здесь Лев Владимирович тоже со своей стороны поддержать нас в этом проекте и посодействовать в этом вопросе. В целом хочу сказать спасибо за тесное взаимодействие, за ту помощь, которую вы оказываете, и за ту работу, которую вы с нами проводите. Спасибо. А министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, завершая встречу, подчеркнул, что лучше всего результат работы показывает статистика. Согласно основным макроэкономическим показателям СКФО за 2016 год, изменения в социально-экономической сфере имеют устойчивую позитивную динамику. Снизилась смертность и повысился прирост населения. Хороший показатель в сфере промышленности и сельского хозяйства. Также значительно снизилась безработица. Я напомню, что на конец 2015 года у нас численность официально зарегистрированных безработных была 168 тысяч человек. За прошлый год нам удалось и здесь улучшить ситуацию. В целом эта цифра сократилась до 144 тысяч человек, и если брать индикаторы по международной системе организации труда, то у нас уровень безработицы составляет 11%. Но мы с вами знаем, что здесь нам еще предстоит очень много трудиться, так как по России этот показатель равен 5,4%. Но я могу сказать, мы не должны посыпать голову пеплом, потому что если я напомню, а здесь
много из коллег, кто присутствовал в этом же здании, когда в 2010 году Александр Геннадьевич Хлопонин в рамках разработки стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа зафиксировал стартовую цифру уровня безработицы 488 тысяч человек. То есть за этот период времени мы с вами сделали очень серьезное движение вперед, в 3 раза сократив этот показатель.